Всем привет, дорогие друзья! Это программа «Туба Life Talk». Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня в гостях в нашей программе Виталий Михайлик. Привет! Привет, Настя! Виталий Михайлик, вице-президент мотоклуба «Кочевники Азии», адвокат. Мотоклуб «Кочевники Азии» основан 26 июля 2009 года. В 2000 году обрел статус Тувинской региональной общественной организации. В настоящее время клуб занимается развитием мотодвижения и байкерской субкультуры на территории Республики Тыва. На протяжении 13 лет мотоклуб развивает мототуризм, принимая гостей не только со всей России, но и из других стран, в том числе из дальнего зарубежья – Германии, Чехии, Великобритании, Турции, Австралии. На сегодняшний день в мотоклубе «Кочевники Азии» 9 членов, 2 из которых проживают в Хакасии. Виталий, расскажи, как у вас закончился сезон? Я знаю, что недавно было закрытие сезона. Да, у нас буквально на прошлые выходные было проведено официальное мероприятие закрытия мотосезона 2022 в Республике Тыва. В принципе, закрытие прошло хорошо, само закрытие, и мотосезон, слава богу, был положительный, в том смысле, что никого не подбили, все живы-здоровы. Так сказать, у двоих, включая меня, немножечко пострадала техника от кривых водителей. Но в целом мотосезон удался. А вот ты говоришь о том, что, слава богу, никого не подбили. А вот частенько ли такое бывает, что, здоровьем приходится жертвовать? Не сказать, что частенько, но тем не менее такие случаи имеют место. Зачастую это, конечно, невнимательность или непредсказуемое поведение водителей окружающих мотоцикл, поскольку мотоцикл, он, конечно же, более уязвимый вид транспорта на дороге. И в случае даже малейшего столкновения, несомненно, страдает больше водитель мотоцикла и сам мотоцикл, чем автомашины, окружающие их водители и пассажиры. А вот когда человек садится за мотоцикл, за байк, да, байк тоже можно назвать, правильно же? Ну да, конечно. Да. Вот какой... Мне просто интересно с точки зрения психотипа понять, да, все-таки это же опасный вид транспорта? Ничего нет в этом опасного на самом деле. Вот есть какая-то общая ваша черта, которая вас объединяет? В плане тех, кто ездит на мотоцикле? Да, наверное, в первую очередь любовь к движению. К скорости. Не обязательно к скорости. В принципе, к движению я имею в виду, что вот мы все всю жизнь, скажем так, ездим по трассе Кызылабакан, и, соответственно, знаем ее наизусть. Но когда первый раз едешь на мотоцикле по этой трассе, ты едешь как будто по абсолютно неизведанным для тебя неизвестным местам, потому что когда ты едешь на машине, ты не ощущаешь ни запах окружающий тебя, ни температуру. Опять же, частично ты закрыт элементами машины от окружающего мира. А тут как бы едешь, к воде спускаешься, чувствуешь прохладу, чувствуешь запах травки и так далее. Около скалки едешь, можно голову так поднять, замечательно вообще. А ты много раз ездил уже по этой трассе? Да, конечно. На мотоцикле? Да, конечно. Нету ощущения незащищенности? Нет, ощущения незащищенности нет, нужно просто, в принципе, как на любом виде транспорта на дороге, смотреть чуть-чуть подальше, думать чуть-чуть вперед, и все. То есть стратегически мыслить? Залог любого безаварийного вождения на любом виде транспорта, понимать, что происходит вокруг, и все делать от тебя зависящее, чтобы тебя понимали на дороге, куда ты в следующий момент метнешься или с какой скоростью поедешь. Чтобы не было неожиданности. Да, конечно. Если бы все вот именно так подходили к движению на дороге, было бы намного меньше аварий. Вот у тебя очень интересная такая жилетка. Расскажи, что это такое? Это клубный жилет, поскольку я вице-президент. Очень мощно.
Спасибо. Поскольку я вице-президент мотоклуба, первого в нашей республике мотоклуба «Кочевники Азии», ему в этом году исполнилось 13 лет. Ага. Ну и, соответственно, вот это у вас у всех такое? Или только... Да, конечно. Да? Или да. только у тебя? Чтобы все сразу издалека видели, о, вице-президент идет. Нет. Это чисто клубная тема, она не зависит от статуса, грубо говоря, должности в клубе. Ну, очень классно, да, мне прям нравится, обалдеть. Покупай мотоцикл Кожа и заявляйся в клуб. Вот, кстати, по поводу клуба, давай перейдем к этой теме. Насколько просто или сложно к вам попасть? Не сказать, что просто или сложно, просто имеется своя специфика. Клуб, начнем с того, что клуб – это семья. Соответственно, в этой семье, несомненно, бывает и согласие, и мир, бывают какие-то разногласия, но в целом всеми членами клуба это воспринимается как семья, в том смысле, что если мы имеем по каким-то вопросам разногласия или очень редко, ссоримся, например, все это происходит без злобы, без задней мысли, и все это абсолютно рассасывается прямо быстро, вот за считанные минуты, максимум часы. То есть клуб – это семья. Как в эту семью попасть? Во-первых, по правилам нашего клуба нужно иметь категорию А, которая позволяет управлять двухколесными транспортными средствами, в том числе и мотоциклом, и иметь мотоцикл. Соответственно, опять же, человек, который заявляется в клуб, хочет стать его членом, он должен понимать сначала, конечно же, познакомиться со всеми, познакомиться не просто «здравствуйте, меня зовут», а узнать, чтобы мы узнали друг друга поближе, чтобы человек был уверен, что у нас много общего. И, соответственно, члены клуба видели, что, наверное, этот человек приходит к нам с перспективой на всю жизнь. Как ты мне за кадром говорил, мне очень понравилось это выражение «дружба перед свадьбой». Да, конечно. Это как дружба перед свадьбой. Вот. Соответственно, если человек изъявляет желание стать членом клуба, сначала клуб голосует по вопросу его принятия в кандидаты в члены клуба. Вот. Кандидат должен побыть в таком статусе год и одновременно проехать не менее 10 тысяч километров совместно с членом клуба, с полноправным. И по истечении года, соответственно, решается вопрос, брать или не брать. В полные члены брать или не брать, и, соответственно, как-то так. А вот все, человек выполняет все условия. Было ли такое на твоей памяти, чтобы кого-то не взяли? Чтоб мы кого-то не взяли, не было ни разу такого, потому что, в принципе, наверное, все взрослые люди понимают сразу, есть какая-то взаимная предрасположенность или нет, поэтому... Окей, хорошо. Я думаю, что у зрителей возникнет вопрос, а чем они, собственно говоря, там в этом клубе-то занимаются? Создали клуб. Ездят, гудят и людям жить мешают, да? Создали клуб. Зачем? Имеется в виду, что вот ты любишь мотоциклы, ты ездишь на нем. Зачем быть причастным к сообществу? Что дает это сообщество, да? Что в нем вы делаете? Ой, Настя, в первую очередь любой клуб, по крайней мере, подавляющее большинство клубов, я сейчас говорю про Россию, это определенный знак качества. В том смысле, что у каждого клуба свои правила, и в целом они примерно одинаковы по всем клубам. Опять же, люди, которые состоят в клубах, они в целом по каким-то моральным, нравственным характеристикам своим, по общечеловеческим,
они примерно одинаковые. Соответственно, если ты приезжаешь в какой-то другой город, проезжая другой город, заезжаешь в гости к клубу, останавливаешься у них, например, переночевать на байк-посту, они видят, что ты член клуба, и это автоматически означает, что ты отвечаешь определенным критериям. Вот. Ты свой, говоря простым языком. В отличие от человека на мотоцикле, который сам по себе, да, ну, как говорят, фрирайдер. Вот. Я не говорю, ни в коем случае не подразумеваю, что среди фрирайдеров есть хорошие люди или плохие, наоборот. Да, есть там куча плохих людей. Нет. Я всего лишь говорю о том, что принадлежность к клубу – это определенный знак качества. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, в принципе, в клубы объединяются люди для того, чтобы делать общее дело. Специфика… Какое? Вот, я сейчас расскажу, да. Специфика климатических условий нашей страны такова, что, к сожалению, мотосезон на подавляющей части территории нашей страны, он короткий. Ну, у нас это примерно полгода в Республике Тыва, ну, и вообще в целом по Сибири. Соответственно, основная масса байкеров использует мотоциклы не для простых прогулочных, скажем так, поездок, а в основном все-таки для путешествий на мотоцикле. Соответственно, если ты путешествуешь на мотоцикле, то нужно где-то переночевать, чтобы крыша над головой была. Нужно где-то оставить мотоцикл, если ты не можешь рядом с ним ночевать. Так вот, ноу-хау, скажем так, байкеров постсоветского пространства придумали такое явление, скажем так, как байк-пост. Это можно, наверное, охарактеризовать как объект социальной инфраструктуры региона, ну и одновременно местных байкеров. Виталий, расскажи, где мы сейчас находимся, что это за место? Ну, это место называется байк-пост мотоклуба «Кочевники Азии». Это здание вот мы купили год назад, как я уже говорил. Вот здесь, собственно, мы принимаем гостей, мототуристов. Ну и, соответственно, это центр, можно сказать, мотокультуры Республики Тыва. Пока что в стадии строительства, ну, в стадии ремонта, правильнее сказать. Но я думаю, что через годик здесь будет красота. А вот это все ваши красавцы? Да, это все наши красавцы. Это не полный мотопарк, но тех, кто в данный момент сейчас здесь. А какой из этих мотоциклов самый такой с историей или самый мощный? Немножко давай познакомимся с персонажами. Это самый мощный Yamaha VMAX, объем 1200 кубических сантиметров. Это BMW GS 1150. Тот самый, про который ты рассказывал. Да, это вот как раз в мире самая популярная модель мотоцикла среди мотопутешественников. На втором месте, насколько мне известно, Honda Africa Twin. Вот мне интересен вот этот вот экземпляр. Это альфа-самец, Харли Дэвидсон, электроглайд. Этот мотоцикл с небольшой историей, потому что когда он приехал в Новосибирск из Америки, если я не ошибаюсь, из штата Аризона, его обслуживали, и у него в бэтвинге, это вот эта часть мотоцикла, нашли шкуру змеи.
Шкуру змеи, То есть видимо, он она туда какое-то... заползла и Да, там видимо, умерла. какое-то время он стоял, непонятно, как она туда проникла. К сожалению, сохранить ее не удалось. То есть это американец чистый. Да, воды. прям вообще. Чистокровный. Прям янки-янки. Чистокровный янки. А ты на нем куда ездил, что видел? Вот в этом году в Кыргызстан съездил. До Джалалабада времени только хватило, к сожалению. Ну и вот в нем попал в ДТП небольшое. Пьяный водитель меня сзади догнал на трассе. Ну, проехался, пардон, на попе 10-15 метров по асфальту. Ну, это все в экипировке было, поэтому безболезненно прошло. Все, потом нормально. Нормально, сел, поехал. Единственное, тоска и скорбь по поводу того, что ехал, никого не трогал, да, и тебя все равно подбили и поломали. А это вот какая-то, я не знаю... Это секта. Это Харли — это секта. Мечта вот человека, который, ну, обожает мотоциклы, иметь у себя Харли Дэвидсона, или это что? Вот почему это считается как бы круто? Да, нет, дело не в крутости. Дело в том, что это же со времен видеосалонов из 80-х годов, когда первые фильмы американские пошли, там мы увидели, ну, на фоне советской техники впервые первые вот эти вот красивые мотоциклы, как они гудят, как на них там бруталы ездят, да. Это очень мощно выглядит. Да, ну и это с детства мечта, она должна была просто сбыться, вот пришлось ее сбыть. Супер. Там собираются местные байкеры, во-первых. Во-вторых, на байкпосту принимают гостей, мотопутешественников. Почти во всех городах крупных, ну, по крайней мере, Сибири, есть байкпосты. Приезжаешь, спокойно заезжаешь, отдыхаешь, да, можешь жить сколько хочешь. Вот у нас, насколько это пользуется популярностью в Туве? У нас это прямо вот набирает обороты, особенно, да, особенно на фоне предыдущих 2 лет затрудняющих путешествий в связи с пандемией коронавируса. В этом году у нас народ прям повалил. К слову сказать, у нас тоже есть байкпост. Мы членами клуба собрались и купили здание. Вот. И в этом году у нас превышение по сравнению с предыдущим годом путешественников еще точно не подбивали циферку, но, наверное, порядка минимум 50%. Сколько человек было в этом году? Давай по-простому. Наверное, где-то порядка 300. 300 человек? Да. Обалдеть. Ну, я думаю, что это прям внушительная такая цифра. Но мы считаем, что с учетом местоположения нашего региона, да. Оно таково, что мы, по сути, не транзитная республика, да, такой тупиковый, территориально тупиковый регион. В принципе, можно сказать, что это неплохой показатель. И он, кстати, он растет, он набирает популярность, наше направление. И особенно это возникло тогда, когда мы, если я не ошибаюсь, 3 года назад сделали памятный шеврон для байкеров «Саянское кольцо». То есть как бы наш клуб, можно так сказать, учредил такую дисциплину, как «Саянское кольцо». На моем жилете шевронов нет, поскольку он исключительно клубный, ну, на коже не принято, да, шить. А вообще байкеры вот нашивают шевроны на жилеты, очень многие. Шевроны с мероприятий с каких-то байкерских или вот, скажем так, вот такие памятные шевроны.
Вот. И, соответственно, в связи с тем, что люди все больше и больше проезжают маршрут Саянское кольцо, Абакан, Кызыл, Агдавурак, Абакан, и, видимо, на мероприятиях все больше и больше обращают внимание на наш шеврончик, и все больше и больше едут именно целенаправленно на Саянское кольцо. Угу. А вот вы их встречаете, вы им даете, получается, как бы кров, да, где разместиться можно, и как-то еще, ну, плюс показываете Кызыл, республику, или они уже сами самостоятельно? Кто как хочет, кто как может, как говорится. Вот в этом году у нас было очень много гостей из дальних регионов. Из каких, вот интересно, откуда? Санкт-Петербург, Москва, навскидочку. Из самых дальних это в северо-западном направлении. С востока у нас были из Хабаровска, из Хабаровска из Владивостока. Едут на мотоцикле? Да. Мама. Более того, и наши байкеры тоже ездят аж до туда. Наши кызыльские? Да, у нас есть один байкер, зовут его Ачур, он президент мотоклуба «Юрташные». Мотоклуб располагается в Кызылском районе Республики Тыва, в поселке Каахем. Кстати, он был создан буквально в этом году, если я не ошибаюсь, 16 июля. У них день рождения. И вот Ачур, президент этого клуба, он нынче проехал Дальний Восток, прям так хорошенько съездил в Якутию, все это одним залпом. И еще в Монголии побывал. Обалдеть. Он молодец. В этом смысле он прямо победил. Да, это сильно. Вань, расскажи, что у тебя на жилетке очень много нашивок. И интересно все. Все очень интересно. Давай, рассказывай. Вот, как бы сказать, вкратце, то есть вот у нас есть такой, кольцо. Да, норматив, Саянское кольцо. То есть маршрутик такой, ну, протяженность его 1110 километров получается. То есть люди по-разному ездят. То есть кто-то через Абазу проезжает, кто-то через Иргаки сначала, кто-то пробует и так, и говорит то, что везде впечатления по-разному, хотя маршрут один. Абаза, Абакан, Иргаки, Кызыл, Агдавурак, да. То есть это типа навигатор, ну, компаса, то есть роза ветров, да. Это, короче, знаменитый спящий Саян. И Ойское озеро. То есть, ну, не просто так, ну, то есть нашивка со смыслом, ну, красивая такая, то есть, грубо говоря, ну, гордость нашего клуба. То это есть, вы придумали? Да, это наш норматив, так сказать. Круто, круто. Да. Так, а вот это что? Ну, это нашивка нашего клубного человека, Кабанбая. То есть его много кто знает, и вот он решил нашивочку такую придумать свою. А можно свою нашивку придумать и дарить, да? Ну, по идее, да, ну, то есть, ну, вот так вот. Класс. Так, расскажи вот про это, очень интересно. Ну, есть такой норматив РЖЖ. Русская железная жопа, так сказать. Там разные нормативы есть. То есть вообще изначально он идет как 1610, это как вот 1 миля. То есть это все, ну, не знаю, ну, короче, Запада оттуда пришла. Ну, то есть, ну, кому интересно, можно загуглить, посмотреть, там очень много всяких разных, как сказать, нормативов, там есть и летние, и зимние, там, то есть, ну, много всего, об этом можно бесконечно разговаривать. Ну, вот я вообще поехал с волной памяти в этом году, доехал с ними до Усолья Сибирского, но получилось так, что надо было развернуться и ехать до дома. Но я решил для себя, ну, поеду, успею, не успею. Успею, хорошо, не успею, ну и ладно. То есть, ну вот,
то есть вот так вот просто с Усолья выехал, получается. Здесь информация такая, что ты 1806 километров проехал за 22 часа. Да, да, то есть это, ну как чеки все собираются, то есть, грубо говоря, там по-разному. Либо какой-нибудь человек, то есть, ну, допустим, в Усолье-Сибирском, там, знакомый байкер, либо просто человек на заправке, ну, берешь его данные, номер телефона, то есть чтобы зафиксировать, да, что ты зафиксировать, да, то, что я в это время выехал, чеки там все фотографируешь, то есть Класс. всю дорогу едешь, чеки собираешь, то есть, допустим, я вот сюда на мостовую приехал, тоже к человеку, он все меня заправил, я чек сфотал, то есть это все, как бы сказать, собираются, фотографируются, людям отправляются, они вообще с Молдовы, то есть вот этим делом занимаются, то есть, Это что? ну, Телефон. это телефон, да. То есть, ну, вот такая вот интересная Байк-пост нашивочка. Монте-Юрта тоже что-то тувинское, да? Да, то есть, ну, у нас же есть еще один, как сказать, мотоклуб, они вот появились в этом году, то есть тоже наши друзья, то есть я вот в знак уважения тоже вот их нашивку нашил, то есть, ну, вот так вот. Так, сейчас вот мы на примере жилетки Виталиной посмотрим ваш логотип, это называется, да, наверное, и логотип, эмблема. Вот расскажи, что здесь. Это получается, ну, как цвета, ну, вообще в байкерском мире, так, грубо говоря, это все звучит. То есть верхний рокер, ну, название клуба. Кочевники Азии. Да, ниже, то есть дислокация Кызыл. Вообще, вот, когда человек приходит в кандидаты, то есть получается так, то, что он без центров пока, то есть это как флаг, то есть это надо заслужить, чтобы носить центральную Часть вот эта. да, центральную часть, вкратце. А когда новичок приходит, у него есть только Верхний рокер и нижний рокер. да. Да. А когда он уже вступает в клуб, там по истечению определенного времени, у него уже появляется вот эта Да, центральная определенное часть. время, либо заслуги, то есть... А вот это вот кто придумывал все, что именно здесь будет изображено? Это основатели, то есть... Прям специально вот это вот разрабатывали, да? Да, всё? да, то А есть... вот эти буквы, что это значит? МСС, то есть, ну как сказать, правильно перевести, да, клуб мотокультуры, да, то есть, клуб мотокультуры. Это с английского аббревиатуры. да, да, да. Супер. Так, у нас еще вот клубная есть еще, ну, Номад, крест номадский, да. Ну и вообще вот тоже дислокация, то есть, ну вот, тыла. И вот у тебя еще есть МСС. Да, МСС 17, да, то есть, ну вот, ну это наш флаг, это наши цвета, то есть вот так вот. А сколько нужно, знаешь, вот проехать километров, чтобы быть вот в почете, так скажем? Да, ну на самом деле нет, ну если ездить ради почета, то нужно, конечно, стараться не останавливаться на достигнутом. Но, я не знаю, наверное, основная масса-то ездит не ради какого-то почета, а просто потому что... Вот почему? Потому что... Почему? Ну, подгорает ведь, на месте не сидится, свербит. А ты как далеко заезжал? Ну, я, к сожалению, и в силу моей работы не могу уделять столько времени своему хобби, сколько хотелось бы. Ну, вот нынче я до Кыргызстана съездил в этом году. У меня было немножечко времени, получилось выпилить, мини-отпуск устроить, прокатился. Насколько безопасно ехать одному или все-таки лучше с кем-то? Ну, я не знаю, вот мне нравится одному. То есть я предпочитаю прямо ездить один. Я имею в виду, что если вот как в путешествии, как отдохнуть, одно дело, если ты едешь на какое-то мероприятие, соответственно, там другие члены клуба едут, мы, естественно, стараемся как-то кучковаться по возможности. Хотя тоже не всегда получается, кто-то на работе задержался и так далее.
Вот. А в целом путешествовать многие предпочитают по одному. А насколько это безопасно? Да ну, байкеры едут-то, по сути, от байкпоста до байкпоста. Ну, я, по крайней мере, даже никаких намеков ни разу не видел на опасность, которая бы, чтобы для меня что-то представляло опасность. А девочки у вас есть? В клубе? Да. Ну, только жены. Ага. Я знаю, ты рассказывал как раз про девушку-байкера, которая ездила, и в том числе... Их было несколько, их Настя. было много, да? Их Да. было много. То есть вообще, в принципе, девушки, они есть Да, конечно. среди... Много девушек ездит в этом году. Женщин у нас за рулем было, я не знаю, ну, человек, наверное, 15. Ну вот кто приезжал, да? Да, я имею в виду гостей. В принципе, есть даже женские мотоклубы. Вот, в частности, из мотоклуба «Байкальские ангелы» к нам 2 девушки приезжали в этом году. Это иркутский мотоклуб, женский. Вот, одна девушка была, ну вот я имею в виду, из самых дальних гостей, из Питера. Вот. В принципе, женщины тоже, и вот я недавно был на экзамене в ГАИ, где сдают, пытаются получить претенденты категорию А. Было 1, 2, 3, по-моему, 4 девушки. Из группы, там, у них человек 15, по-моему. Постоянно ряды пополняются. Ну, часто слышу, что ой, я хочу, я мечтаю, но, к сожалению, а может быть и не к сожалению, но тем не менее суровая реальность такова, что не все женщины, наверное, готовы. А может быть, кто-то не хочет, передумывает. Но в целом у этого хобби, так назовем, да, нету гендерной принадлежности. Нет, абсолютно. И в мотосообществе вообще прям близко никаких намеков на это нет. Более того, наоборот, женщина за рулем мотоцикла воспринимается как почти героиня, что ли? Да? Да, А хотя... почему? Нет, ну потому что, наверное, женщины слабый пол, их в мотосообществе меньше, я имею в виду тех, кто за рулем. Поэтому, ну, как-то зачастую на мероприятиях, на каких-то, на байкерских фестивалях даже объявляется, что женщины, приехавшие на своем мотоцикле, запускаются без проездного взноса, так скажем. Такой бонус. Да. Это все, вот, например, девочка захотела, окей, ну или мальчик, неважно, человек захотел ездить на байке, вот это все не дешевая история, да? Ну, в принципе, если говорить о дорожных мотоциклах, то, наверное, за достойный экземпляр цена начинается где-то от 100, может быть, 30. От 130 тысяч? Да. А я думала, миллион. Нет, ну это чтобы можно было хоть немножечко прокатиться, скажем так, более-менее безопасно, гарантированно с технической точки зрения безопасно, вот хотя бы вот как в Абакан в Красноярск, вот если от нашего региона плясать. Вот. Но это будет, конечно же, с небольшим объемом двигателя мотоцикл, но тем не менее. Поняла. Так, а за свою жизнь сколько раз ты менял мотоциклы? 1, 2. 1, 2. Нет, я считаю мотоциклы. 1, 2, 3, 4. Сейчас 5. Сейчас уже 5. Да, 6. 5 или 6? 6. 6. Отлично. 6 у тебя было их уже, получается, да? Да. Почему расставался с предыдущим? Сначала рост кубатуры
был. Хотелось больше и больше. Да, то есть, ну, первый мотоцикл был, это еще в далекие времена, Восход 3М советский, там это было все на уровне просто прокатился, грубо говоря. Вот. Потом, когда в очередной раз уже в зрелом возрасте всплыла мысль, что нужно, наверное, купить себе игрушку, решил сначала прямо прокачать скилл, а это возможно, если ездишь на эндуро мотоцикле. Соответственно, сначала купил дешевенький китайский эндурик, чтобы все-таки утвердиться в мысли, что я действительно хочу. Поездил, потом купил эндуро уже японский, ну а потом дорожники. Окей, а не жалко было расставаться? Нет, ну, на самом деле я ни разу не продавал мотоцикл свой в чужие руки, так скажем. Своим? Да, ну, человеку, которого я не знаю, в принципе, все мои мотоциклы, бывшие мои мотоциклы, в достойных руках. Я думаю, что есть такое или нет, вот, например, у меня есть такое к машине, да, вот какое-то вот, ну, трепетное отношение, так скажем. Я думаю, Естественно. что к мотоциклам так же, да. Естественно. Есть имя у твоего железного коня? Да. Как зовут? Это BMW 1150 GS. О, BMW! Да. Блин, я не ту футболку одел, Настя. У меня еще футболка BMW есть. Вот. В народе он называется Гусь. Ну, я его называю Гуся. Мой Гуся. Это мальчик или девочка у тебя? Он. Мальчик. Мужик, он прям мужик. Он не мальчик. Окей, хорошо. Виталий, расскажи, вот это то, что мы имеем внутри, то, что вы имеете внутри, и что будет здесь непосредственно? Ну, мы сейчас в зале нашего байкпоста. Страшненько пока. Ну, ремонт в самом разгаре. Вот мы весной, буквально в конце апреля, накануне начала официального открытия мотосезона, залили теплый пол здесь, чтобы все-таки КПД у отопления будет получше. Здесь вот сейчас будем заниматься, камин строить. Мечта у нас камин. А что за камин? Ну, у нас вот мысли такие сделать все в таком стиле здесь, чтобы был металл, камень и дерево. Камин хотим сделать металлический, в форме чаши, ну и в форме такой же вытяжки. В принципе, наверное, будет симпатично, посмотрим. А сколько здесь смогут останавливаться единовременно людей? В этом году был прецедент, когда человек 25 было, за раз приехали, да, располагались кто где, двое спали в палатках на улице, чтобы не толкаться. Ну а так в целом располагались, все понимают, что сейчас времена у нас такие, пока еще мы на стадии обустраивания, прямо на бетоне спали. Ну, не на голом, конечно, но на карематах разворачивались кто где может. После ремонта? После ремонта планируется, чтобы это было стабильно. В спальне мы думаем поставить двухъярусные кровати, чтобы там человек 12 хотя бы помещалось. Ну и, соответственно, здесь в зале будут диваны на полпериметра, грубо говоря. Тут еще, если по диванам, ну, человек 5 влезет.
В общем, будет у вас здесь уютное гнездышко. Мы очень надеемся, что оно будет именно уютное. Супер. А как вы видите развитие клуба вот в ближайшие несколько лет? Ну, сейчас, поскольку, как я уже говорил, мы купили здание под байкпост, уже Там у вас ремонт активно идет? Да, год уже отстояли, платим кредит, еще 4 года впереди. Год отстояли межсезонье, ну, с точки зрения мотоциклистов. От осени до весны делали ремонт, сейчас на лето прервались, поскольку много гостей. Опять начинается сезон ремонта. Мы очень надеемся, что в этом году все-таки мы, ну, хотя бы 90%, наверное, сделаем. Уж пусть не совсем красоту навести, но хотя бы 90% мы надеемся успеть сделать. Это на ближайшее будущее. Ну, а потом радоваться жизни. И все. Держать это все, содержать, скажем так, в достойном состоянии. Вот скажи, вот такой вопрос. Почему только сейчас появился пост? Почему? Нет. Нет? В нашем клубе байкпост появился, могу ошибиться, по-моему, в 2014 году. Первым. Сначала это было помещение, грубо говоря, в аренде. Вот. Но потом, к сожалению, мы 2 года назад утратили право пользования этим помещением, потому что базу, на которой это помещение располагалось, продали. Мы год были без байкпоста, ну и вот в прошлом году все-таки пытались попробовать получить помощь от правительства, от муниципалитета. К сожалению, нам это сделать не удалось, но и мы решили, все-таки столько лет, получается, именно вот раскачивали мототуристическую тему в нашей республике, и если целый год нет байкпоста, это уже существенный откат назад. Ну и мы решили все-таки вложить свои деньги. Нам помог один человек, который... Меценат у вас имеется? Нет, он, кстати, несмотря на то, что не член клуба, но его можно смело назвать другом клуба. Это, если это не будет рекламы, если я назову имя. Ну, смотря какое имя. Это Дмитрий Владимирович Лысенко. Он серьезный бизнесмен достаточно в нашей республике. Он нам помог, во-первых, подыскать это помещение. Он, кстати, тоже ездит на мотоцикле. А почему он не в клубе тогда? Он говорит: сходите с ума по-своему, мне начальников не нужно. Хотя у нас, в принципе, нет такого, что прям вот я там начальник, а ты нет. Но, тем не менее, наверное, не созрел. Таких людей тоже много. Ну и вот он все-таки, несмотря на то, что он не хочет стать членом клуба, он нас всех очень хорошо знает, да, и помогает. Вот. Хорошо. Новые ребята, значит, они должны примерно год с вами поездить. Ну да. Да, вот в вашем обществе побыть, да? Тогда вы только принимаете. Хорошо, вот тебе в личном плане, на эмоциональном уровне, я имею в виду, что дает вот твое хобби? Ой, у меня работа с людьми просто. И... Ты адвокат. Да. И это, естественно, как любая работа с людьми, а тем более, когда работа с проблемами людей, это, конечно же, очень утомляет. Иногда просто... Загружает, да? Да, и иногда я просто людей могу ненавидеть, пока не отдохну, пока не проветрю голову. И действительно, мотоцикл помогает отдохнуть. До того, как я увлекся этим видом транспорта, я ездил, путешествовал, у меня был джип специально для путешествий.
Вот. Я точно так же ездил один. В принципе, тоже помогал, но мотоцикл именно, скажем так, проветривает голову в разы лучше. Потому что едешь, целый день едешь, по сути, никто тебя не отвлекает, ты на своей волне. О чем ты думаешь, о чем-то не думаешь. Или в принципе не думаешь. Всяко вот как это получается. А можно назвать, что это своего рода медитация? Конечно. Естественно, и в какой-то мере медитация, и полное расслабление, полное абстрагирование от окружающего мира, так скажем. Ну, от проблем окружающего мира. Да. Ну, это и не уход от проблем, это вот именно дистанцирование такое, чтобы это чуть просто другой ракурс Более взять. того, Настя, я скажу, что я очень много идей у меня по работе всплывает именно когда вот я еду. Да, Ну, вдохновение, межгород да? имеется в виду, да. Приходит. Нет, именно вот идеи какие-то по работе, как поступить, может быть, как-то нестандартно. Съездил в отпуск и придумал. Вот сейчас в этом году тоже съездил в отпуск и придумал. Нашел выхода. Да. Супер. А скажи, есть ли какие-то моменты в твоей жизни, о которых ты сожалеешь? Да, наверное, нет. Потому что в любом случае жизнь это, как сказать-то, каждый день это урок, а знаний не полезных не бывает. Такой философский подход к жизни. А смысл переживать по поводу того, что ты не можешь изменить? Переживать нужно по поводу того, что ты можешь изменить. Супер. И стараться это сделать, если это нужно. А если не можешь изменить, зачем? А ты гордишься собой? В каком смысле? Вот в каком смысле ты понимаешь? Есть у тебя гордость за себя? Ну, в принципе, наверное, мой профессиональный путь, скажем так, был долг и тернист. Ну и, наверное, я имею право гордиться тем, кем я стал в профессиональном плане. Ну, а в целом, я обычный человек, наверное. А вот сейчас, представь, да, ну так оно и есть, у тебя есть возможность поблагодарить кого-то за что-то. Вот кого бы ты поблагодарила за что? Ой, ну вопросы. Какие вопросики пошли 80 уровня. Да. Да, я поблагодарил бы, наверное, в первую очередь моих близких за то, что они со мной рядом, за то, что я могу на них положиться, за то, что они принимают меня такого, какой я есть. А я не сахар. Вот. Ну, как-то так, наверное. Хорошо. И заключительный вопрос нашего интервью. Что такое любовь? Ух ты. Вот это прям вопрос с подковыркой. Что такое любовь? Любовь, наверное, это желание жить не для себя, а для любимого. Желание жить для Желание любимого жить, человека. да, не для себя, а для того, кого ты любишь. Хорошо, принимаю твой ответ. Спасибо большое за интервью. Супер. Спасибо было за очень, приглашение. Очень интересно, класс.